На сегодняшний день каждая пятая зарплата в стране выплачивается неофициально. В связи с этим правительство усилило борьбу с теневым сектором российской экономики. Ведь это сказывается негативно не только на бюджете страны, но и ставит участников серой экономики в невыгодное положение. Как и произошло на этой точке. В ресторане быстрого питания надзорные органы не впервые. В ноябре прошлого года специалистами здесь было зафиксировано правонарушение. Объект не состоит на учете в налоговом органе. И, соответственно, все время, которое оно функционирует, налоговые отчисления не оплачивает. Хозяина на месте точки нету. Сотрудники объяснить не могут, почему. Мы им давали срок до конца января. Они обещали нам стать их на учет. Как мы видим, они не стали. Также сотрудниками данного заведения не заключены трудовые договора. В связи с этим мы тоже выписываем предупреждение, предписание. Соответственно, в дальнейшем направляем материалы для принятия решения в прокуратуру и в мировой суд. Торговые центры – место, где чаще всего встречается ведение незаконного бизнеса из-за большого скопления общепитов и торговых точек. Устранить эти нарушения сегодня собрались администрация города, Роспотребнадзор, инспекция труда, финансовое управление и налоговая служба. Вторым они посетили магазин аксессуаров. Он также не состоит в налоговом органе. На месте был только продавец, которая попыталась связаться с хозяйкой, но тщетно. Специалисты составили протокол и акт о правонарушении для привлечения к административной ответственности. Ситуация по третьему магазину парфюма и косметики аналогичная, как и по первым двум. Проверка здесь проводится далеко не первая. Хозяин точки каждый раз заверяет, что в скором времени встанет на учет в налоговом органе. Каждый раз все говорят, и тянут. Выходит, чем лояльнее проверяющие, тем ниже сознательность частных предпринимателей. Об этом говорят и в надзорных органах. Правда, вместе с тем предупреждают, что явные злоупотребления административной ответственностью уже не обойдется. Мы уже будем направлять данный материал для принятия решения, то есть для возбуждения уголовного дела, потому что незаконная предпринимательская деятельность, как привлечение к административной ответственности, так же и к уголовной ответственности можно привлечь данных лиц. Но есть и те, кто ответственно подходит к законному ведению бизнеса. В кафе, расположенном по соседству, представили все разрешительные документы. Также все сотрудники этого общепита официально трудоустроены. Администрация города продолжает системные мероприятия с участниками руководства рынка по выявлению ими обязательств перед государством в части уплаты налогов. И это имеет положительный результат. По статистике с конца прошлого года по Сунже из 500 объектов предпринимательской деятельности 94 были выявлены и поставлены на учет. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Магаз 24.